Марк, вы являетесь представителями Краснодарского края, да? Или Сочи. Сочи, да? Да, конкретно Так, Сочи. скажите, пожалуйста, первое впечатление сегодняшнего дня. Какое у вас? Вообще, я очень благодарен организаторам форума, что они меня пригласили. Они, кстати, проявили очень серьезное гостеприимство, потому что полностью оплатили мне дорогу, там, не знаю, то есть это редкость, редкое явление для российской практики организации подобных мероприятий. Все хорошо организовано, то есть нет спешки, меня адекватно, объективно встретили, разместили. Здесь было адекватное время для доклада, все хорошо. Но касательно вообще практики, то есть сама инициатива великолепна. И это первый раз в России есть такая инициатива, когда проводится некий глобальный форум по экотуризму с приглашением, что важно, таких очень серьезных структур, как ООН и Всемирная туристическая организация, которые являются здесь законодателями. И на самом деле они как апостолы в этой сфере, это так и есть. Они очень много чего разработали, отдельно работающие, и управляют этим высокоэффективно, и к ним стоит прислушиваться. Даже кажется, что если это глупость, то этого не следует думать так, а нужно подумать о том, что же они говорят, это внимательно над этим помедитировать в буквальном смысле. Опыт мой такой, что когда я работал над организацией игр, я работал тесно с МОК. И МОК говорил, что вы можете построить прекрасную инфраструктуру, она действительно была построена прекрасно в Сочи, вы можете все организовать, но если у вас не будет высококачественного, от сердца идущего, очень теплого гостеприимства постоянного, включающего всего и открытость, и вежливость, и местный колорит обязательно, национальный колорит, он просто обязательно, и высокое качество услуг, сервис, то есть это все должно быть все так гармонично. Соответственно, и люди должны быть такими, они должны то ли образование получить соответствующее, они должны к этому относиться просто как к работе, потому что МОК, все люди, которые работают в МОК, они к этому не относятся как к работе, это для них жизнь. И они там работают по 20, по 30 лет, с утра до ночи, и делают это с большим счастьем. И они все время показывают, что такое гостеприимство. И потому что организатор игр сам по себе, Дмитрий Чернышенко, это очень хорошо понимал. И, соответственно, вся его команда, это несколько тысяч человек, и, соответственно, все государство, потому что доверяли на уровне поручения, это просто полицейским писали. Нужно быть гостеприимным, нужно улыбаться, говорить на нескольких языках, нужно вообще чтобы людям было хорошо с вами, любым, неважно кто это. И это работает единственное, что если это делать где угодно, хоть на Луне, туда будут ехать люди, они будут туда стремиться, они будут платить за это деньги, потому что люди хотят, прежде всего, общения, они хотят теплой коммуникации, они хотят взаимодействия, и именно это они больше всего ценят. Все остальное, это как раз и важно, потому что люди могут выбрать общение, пойти поиграть, в бильярд или в карты или напиться, а могут заниматься экологическим туризмом. Но это не то, что этим надо так прям серьезно заниматься. Это должно быть просто часть жизни, таким просто обычным событием. А самое главное, что это должно сопровождаться такой доброй волей и гостеприимством, очень большим, которое мотивирует окружающих и заражает их, чтобы люди хотели сюда вернуться. Потому что яркий пример Сочи. Красенько, да? Сейчас скажу. Именно на этом стоит делать сразу же акцент, потому что обычно люди выстраивают инфраструктуру, но не задумываются о сервисе, даже такой простой прагматичной вещи. Я уж не говорю о просто точной гостеприимстве. И потом это и есть проблема, то есть они начинают думать, почему там люди не идут, почему люди там выбирают, они же критериально выбирают, допустим, технопарк в Коме, технопарк в Сочи, критерий будет более теплое место. А если они будут знать, что Коме уникальное гостеприимство, это будет как молоко, это сарафанное радио, от разных людей, которые сюда принимают, те же иностранцы сейчас. Важно, чтобы они уезжали с ощущением, что они бывают действительно уникальное место. Хорошо, когда это гостеприимство нанизано на традиции.